Ассаламу алейкум. Сегодня у нас распаковка новой почты. Так, это полевые исследования Института этнографии 1983 года. Так, это Академия наук СССР, Ордена Дружбы Народов, Институт этнографии имени Миклуха Маклая. Так, Москва, наука, 87 год. Так, содержание. Этнографические и этносоциологические исследования. Так, палеоэтнографические исследования. Экспедиции прошлых лет. Вот то, что нам надо. Экспедиции прошлых лет. Тут Волкова из Северокавказской народной этногонии. 190-я страница. Плохо видно. Включим настройку. Сейчас посмотрим. Вот. Волкова из Северокавказской народной этногонии. Итак, 190-я страница. Открываем. Так. Так, тут вот. Чеченские предания. Как чеченцы расселялись из Нашаха. Так. Когда в Нашаха стало мало земли и очень много народа, то жители этой области начали уходить в другие места. Ушел и предок Камаевых со своей семьей и 2 братьями. Уходя из Нашаха, он оставил за собой право вернуться обратно. 3 брата пришли в местность Хинда, Верхний Чеберлой, Восточной Чечне, где и обосновались. Со временем они решили искать для поселения новые земли. Один из братьев ушел в село Энгиной, другой в Датых, третий в Гордали, все в Восточной Чечне. Уходя из Хинда, братья и здесь оставили за собой право вернуться обратно. Они сказали хиндойцам: если мы придем снова, то не говорите нам, что мы пришлые. В Гордали родилось с тех пор 6 поколений Камаевых. Здесь тоже было трудно жить, и село трижды меняло местоположение. Сперва оно было за рекой, откуда жители после холеры ушли на другой берег. Со временем в Гордали стало много жителей, и многие начали уходить на равнину. Как возникла Хой в Чеберлое? Так, самым старым селом Чеберлое считается Хой.
В нем были дома-крепости, жили нафтостроицы. Так, вот такие вот предания вот в этой книге о расселении чеченцев. Это собранные материалы 1983 года, они опубликованы в 1987 году. Так что вот эти полевые материалы подтверждают расселение чеченцев из Нашхи в Чеберлой и в другие районы в древности. Так, итак, сейчас там было указано 6 примечаний. Примечаний наших представлениях чеченцев, их историческая прародина. Так, далее. Так, здесь и далее в квадратных скобках пояснение авторов, в круглых скобках пояснение информаторов. Записано в 1971 году от жителя чеченского села Гардали Амана Камаева, 1885 года рождения, лист 112. Так, тут и фамилии даются информаторов, имена их, исторические сведения об основании различных населенных пунктов и расселения из Нашхи и других сел в горах на равнину. Так, это вот одна из книг. Вот эта ценная работа. Мы ее специально заказали, хотя у нас был электронный вариант, но главное, чтобы была живая книга. Потому что интернету я мало доверяю. Поэтому вот собираем вот литературу. Так, это одна из книг. Так, это отложим. И следующий посмотрим. Так, это коллекция Эрмитажа. Скифские древности Северного Кавказа в собрании Эрмитажа. Келермесские курганы. Это Галанина. Так, ну, скифы, как известно, жили и на территории Чеченской республики, и многих республик. Сейчас проводится ДНК-исследование древних народов. И в ближайшем будущем мы узнаем, кому они генетически были родственны. Сейчас говорить рано об этом. Но по некоторым предварительным данным, аутосомным анализам, гаплогруппам, можно говорить о родстве скифов с чеченцами и другими народами Кавказа. Так, это 2006 год. Так, посмотрим, что тут у нас. Так, ну, золото, золотые вещи. Сколько тут всего? Так, очень интересно. Перстни есть. Так, с какими-то, да. Так, это бронзовые уздечные бляшки, а не перстни. Так. И золотая обкладка бляшки с геометрическим орнаментом. Написано вот это. Это наконечники. Это бронзовые удила и бронзовые кистяные уздечные бляшки. Тут хорошая сохранность у них. Так. Так что вот такие вещи. Столько ценных вещей находила в этих курганах. Но они давно разграблены. Уже вот шлем. Бронзовый литой шлем. Копья. Железные наконечники копий. И вот это бронзовая, облицованная золотом колчанная застежка. Так. Очень интересно. Так, это уже косвенно касается на данный момент чеченской истории. Ну, в будущем, надеюсь, мы узнаем более подробно, родственны они или нам, или нет.
или другим народам. Все равно интересно. Кто в древности населял Кавказ, какие народы, где они жили. Так, итак, это одна книга, это вторая книга. Все, на этом заканчиваем трансляцию. Задавайте вопросы в комментариях, по возможности ответим. Дала, Тиабер Катиель. Ассаламу алейкум.